Атмосфера в Грузии все больше и больше кажется заимствованной из какого-то бесконечного сюрреалистического сериала, который, кроме всего прочего, пусть даже на бессознательном уровне, угнетает психику граждан. Каскад задержаний активистов, оппозиционеров и даже бывших своих окончательно сбивает с толку общество, которое и без того устало от нестабильности и отсутствия веры в завтрашний день. Об этом самом завтрашнем дне грузинского общества при грузинской мечте говорим с политологом Давидом Зурабишвили и сотрудником лаборатории исследования советского прошлого Ираклием Хвадагиани. Бадну Давид, к вам у меня первый вопрос. Мы уже много раз слышали, что грузинская мечта занята только тем сейчас, что активно обеспечивает себе тылы. Хотя многие ваши коллеги убеждены, что в стране практически укоренился авторитаризм, и за твердость своих позиций власть уже может не беспокоиться. Тогда задержание активистов, оппозиционеров, судебные процессы над ними, приговоры, череда законов, которые ущемляют всевозможные права, это идет уже по инерции? Или, говоря на языке жаргона, власти уже просто ловят кайф, развлекаются над той частью общества, которая им оппонирует? Трудно это сказать, если вы здесь будете искать политическую какую-то логику в тех действиях, которые сейчас совершаются от грузинской мечты. Мы здесь логику вряд ли найдем, и мы будем все время отдаваться в какие-то конспирации, такие теории заговора, потому что никакой логики, то, что сейчас делается, нет. Политической логики нет абсолютно. Что я имею в виду? Почему нет? Если, например, Иванишвили хочет иметь абсолютную авторитарную власть, и он, наверное, этого хочет, я тоже так думаю, но для этого вовсе не обязательно было сделать то, что он сейчас делает. Потому что выборы органов местного самоуправления, да, в октябре эти выборы. Здесь оппозиция и так друг с другом было не очень хороших отношениях. Одни были за участие в этих выборах, другие считали, что это чуть ли не измена, так сказать, делу. И у них было очень острое противостояние в этом отношении. Он мог спокойно подождать, например, на этот период, потому что для него 2 месяца вряд ли тут сейчас что-то решат. И после того, как он победил в этих выборах без всяких нарушений прав человека, потому что его преимущество в грузинской мечте в том контексте, что оппозиционные силы будут друг с другом воевать, была бы большая фора в этом отношении, он мог спокойно выиграть эти выборы и очень медленно, так постепенно, завоевая такую легитимацию на международной арене, спокойно продолжать свою консолидацию авторитарной или тоталитарной или диктатурной власти. Он мог это очень свободно делать, просто разгромить оппозицию. То, что он сейчас делает, единственным ответом на это может быть только сплочение всех оппозиционных сил в Грузии, не только политических партий, но абсолютно всех. Потому что в таком темпе авторитарные режимы и диктатуры не устанавливалось, по-моему, нигде в мире. Это абсолютно рекорд, может быть, мировой. Поэтому здесь политическую логику вряд ли найдем. Здесь, скорее всего, другая логика, которая мало у нас учитывается как и политическими партиями, так и всякими обозревателями и аналитиками. Это логика олигарха, потому что сам Бедина Иванишвили абсолютно убежден, я в этом совершенно уверен, что он так, и он это не скрывает, он говорит, что так называемый Deep State или так называемая глобальная партия войны, то есть Запад, говоря без всяких эвфемизмов, Запад хочет его свергнуть. И хочет его свергнуть рукой этой оппозиции. И симптомом, что его хотят свергнуть, он считает то, что у него частный такой-то швейцарский банк не платит ему денег. Он этого не скрывает, он это откровенно говорит, он отказывается вообще говорить с представителями, даже в кулуарах отказывается говорить с представителями США, с представителями Евросоюза, пока ему не вернут эти деньги. И пока он эти деньги не получит, он считает, что сейчас идет какая-то спецоперация против него, и он пытается захватить пешно всех, упрятать в тюрьму, укрепить абсолютно позиции везде, чтобы не было совершенно никакой силы внутри страны, которая что-нибудь против него сделает.
Я так думаю, то, что сейчас происходит из-за субъективных каких-то представлений господина Иванишвили. Ну, конечно, он хочет консолидировать свою власть, он хочет абсолютную власть, но как он это делает? Вот здесь уже его представления о мировом порядке, его какие-то вот теории заговора, вот это идет полным ходом. Я думаю, что это и есть логика. Той логикой можно объяснить то, что он сейчас решил упрятать всех оппозиционных лидеров Турции. Это просто по незнанию, по некомпетентности Абсолютно, или да. какие-то другие есть причины? Это азы международных отношений. Он абсолютно в этом ничего не понимает. Он абсолютно не понимает, что происходит, какой мировой порядок, как строятся отношения между двумя странами. Вот международная политика он абсолютно не разбирается, в международных отношениях не разбирается, но зато он хорошо разбирается в технологии власти, олигархической власти, как завоевать власть, как консолидировать власть, как уничтожить конкурентов. В этом он хороший. У него здесь богатый опыт от Эльцинской России. Тут такой 90-х годов России. Вот из-за этого опыта он это хорошо делает. Думаю, сейчас вот какой-то у нас вот такой, я бы сказал, дикий смесь. С одной стороны, совершенно профан в международной политике, в международных отношениях. Он ничего абсолютно не понимает. Он сам верит в тех теорий заговора, которые его пропаганда днем и ночью вещат по всем каналам. Вот эти совершенно такие глупости, каких-то тип-стейтов, каких-то глобальных партий войны, как будто его хотят всем, это действительно верит, что этот вот Запад, какой-то тип-стейт хочет его свергнуть. Пытается все поспешно взять всю власть в свои руки, не оставить никаких щелей. Вот в такой ситуации не оказывается. Не совсем уж здоровый, если честно. Спасибо. Батну Иракли, следуя сказанному Батуни Давидом, мало кто сомневается сегодня, что мечта победит в местных выборах, и не только потому, что оппозиция сегодня обезглавлена. На нее и так в силу ее неспособности к единению, которую она показала, и беспомощности, не было большой надежды. Но власти сумели посеять в обществе неуверенность в завтрашнем дне, страх, отчаяние, пусть даже не у всех людей, но их немало. В каком оно сейчас состоянии, в какой угол оно загнано? Просто говорить вокруг вот текущей обстановки оппозиции, конечно, это часто общая проблематика, но когда мы еще раз повторяем, что нет воли объединения и так далее, все равно это уже завершенный этап. Мы уже прошли все эти дискуссии, все эти идеи вокруг подхода к этой, можно сказать, схватки с режимом олигарха. И так или иначе, вот максимум, что и общество, и оппозиционный спектр сумело, это было сделано, но оказалось, что в этом измерении это уже неуместно. Консолидация, даже единый список, всеобщая мобилизация для голосования и так далее, все это прошло в других форматах, но таково был консенсус, что лучше вот группироваться в этих блоках и так далее. И, по-видимому, вот исходя из всех источников, это сработало бы, если бы система выборов была бы как минимум близка к стандарту. Это уже завершенная дискуссия, можно сказать, что говорить о местных выборах, о каких выборах в рамках вот этой власти, у которого уже всеобщая, всемирная, можно сказать, проблема легитимации, они ушли из рамки Конституции, все эти так называемые законодательства, о которых вы говорили, что это принято с нелегитимного парламента, и несмотря на этого факта, даже если бы эти законодательства инициировали бы в полноценном легитимном парламенте, по сути, они вообще катастрофические и против всякого логики
демократическое государство. И вот в этом измерении, конечно, уже речь должна быть уже в другом порядке. И вот каково сейчас позиция и каково ресурсы вот режима, конечно, это одна картина, которую они пытаются создать и повлиять на внешнее и внутреннее аудитории, а другая это реальность, которую они переживают. Их жажда и желание показаться, что они сильнее, у них есть инициатива, у них есть план, и шаг за шаг в очень ускоренном порядке все это они осуществляют. Но за этого фасада видно уже внутренняя неразбериха и слабость, и все эти главные проблемы, которые у них имеются, это вот абсолютный вакуум легитимации и внутри, и в международном уровне. Все эти массовые аресты, все эти показательные суды, так называемая эта комиссия, собрание, можно сказать, политических лиц, как лидеры политических партий, оппозиционных партий в тюрьме, конечно, много из экспертов и граждан это понимают как заложники. Да? Они расширяют круг заложников, чтобы торговаться. Что является вот этим поводом торговли, это легитимация, де-факто легитимация со стороны западных государств, что вот что есть, то есть, мы власти, и давайте будем торговаться вокруг кое-каких предложений. Но это пока не работает. Второе, это и самое главное, это внутренние ресурсы. С одной стороны, они как-то хотят проецировать, что вот настала та стадия, о котором они уже давно говорили, в принципе, сразу после взятия власти, что они будут восстановить справедливость, конечно, в кавычках. И это подразумевало для их соратников, естественных или ситуационных соратников, это было реванш над предыдущей властью. Это всегда сияло в воздухе, никогда реальности в принципе, кроме ареста бывшего президента и разных представителей партии, не осуществлялся в практике, но сейчас это уже вот главная фаза их действий. И вот это должно проецировать, что вот они сильные, они все это как-то содержают, все эти обещания, но за этого уже видно, что они очень успешно все это организуют. И за этой спешки видно и невозможно власти Иванишвили как-то обсуждать без элемента сотрудничества и влияния России, их повестки дня. Конечно, нажим со стороны Кремля растает, у них есть собственные сроки, собственные шаги, которые должны здесь как-то осуществляться. И вот кроме вот инструмента насилия, вот этих политических репрессий и консолидации диктатуры, вот другого пути уже нет. И Иванишвили уже в этом значно уже вписан в этом сценарии, и у него отбирают уже, как видно сейчас эти симптомы вокруг, что у него отбирают даже пространство, что по личной линии он что-то импровизировать, да, и вот это уже их очень стесняет, и эта агрессивность можно и понимать из-за этой причины, что вот кроме вот этой упорной такой жесткой, брутальной пути, у них нет никакого альтернативы, и они должны до конца дойти или сорваться, и потом это будет стоить для них и жизни в политическом смысле, и даже в физическом. Но, Иракли, я вот хочу как раз спросить, всеми своими действиями они посеяли в обществе страх, отчаяние, неуверенность в завтрашнем дне. Куда они загнали общество? Мне вот хочется сейчас услышать от вас, в каком оно состоянии. Это вопрос, который просто невозможно обсуждать только из собственного мнения и собственных вычислений. Конечно, к этому добавятся вот текущие социологические опросы и так далее, которые так или иначе как-то демонстрируют легитимную картину. Но какова реакция общества после вот этих кампаний, массовых арестов и пропаганды и так далее. Но настолько можно как-то
прогнозировать или из личного опыта суммировать, можно сказать, что частично, конечно, вот этот нажим действует, и часть общества, который был политически активен и вовлекался в этом движении протеста и сопротивления, сейчас они пассивно себя ведут, но это не значит, что это окончательно, потому что общая вот эта динамика сопротивления и протеста сейчас в стагнации, и есть какое-то ожидание, что вот потом будет еще большая вспышка с одной стороны. Конечно, это вопрос еще, что с соратниками режима. Конечно, их естественное число уменьшилось после вот последнего года и всех этих ужасов, которые они сорганизовали, но та часть, которая до сих пор под влиянием, это естественное ядро, можно сказать, что так называемые коци, соратники Иванишвили и его режима, они тоже пассивные. Они только сидят и употребляют все эти альтернативные реальности, которые инсценируют властные мейнстримные медиа и социальные сети, и все эти инфраструктуры их пропаганды, но они не проактивны. И чувствуют себя очень некомфортно, потому что уже для них понятно, что они не являются уже большинством общества и государства, и они тоже недовольны симптомами экономической рецессии и трудностей, которые они чувствуют, и на этом фоне, несмотря на это бешеную пропаганду, видно, что верхушка вот купается в комфорте и деньгах и так далее, и так далее. И все эти переживания их как-то блокируют. Они не выступают активно, чтобы поддержать и сохранить и как-то обеспечить стабильность режима Иванишвили. И это просто оставляет их абсолютно зависимым от структуры репрессий и насилия. Это так называемая полицейская и сфера госбезопасности полиции, суд, прокуратура. Понятно. И все. Вот и потому они сейчас Понятно. уже инициировали все эти волны законодательства, чтобы обеспечить экономическое понятие все эти клиенты системы и полицейских, и судей, и так далее, чтобы дать им понять, что вы главная опора режима, вы будете обеспечены и защищаете нас. Спасибо. Бадно Давид, а у вас какие ассоциации вызывает сегодняшнее состояние общества? Что делать сейчас избирателю? Перед чем он стоит? Это трудно сказать, потому что я могу говорить о себе, какое у меня ощущение. Что же касается общества, то я не вижу такой адекватной реакции, если честно, на все то, что происходит. Хотя у нас вообще-то всегда исторически народ как бы очень быстро ко всему приспосабливается. У нас очень легко устанавливать диктатуру и очень легко устанавливать демократию, потому что у нас адаптации никогда не было проблем. Может, поэтому такого массового протеста пока нет. Хотя, поскольку у нас нет пока таких социологических данных за последнюю неделю после этих арестов, какое настроение общества, настроение. Но поскольку я могу судить по своим знакомым, которые поддерживают эту власть и являются сторонниками грузинской мечты, вот такие серии этих арестов оппозиционных лидеров им не нравятся. И вообще они не очень-то приветствуют то, что это сейчас делается. Но они не против, конечно. Что же касается активной массы, чтобы народ протестовал так же активно, как это было, например, зимой, или как это было вот во время принятия этого так называемого русского закона, ну, для этого необходимо политическое какой-то ориентир было общества. Вот нету этого политического ориентира, нету политической альтернативы. Когда не было этих арестов, и тогда не было такой альтернативы. Я думаю, что такой альтернативой мог бы стать, например, вот во время будущих этих выборов местного самоуправления, например, если оппозиционно настроенный электорат договорился бы, что вот
например, на кандидатуре мэра города Тбилиси. Если бы они смогли добиться консенсуса в этом отношении, то здесь можно было серьезный бой пойти, но, к сожалению, я думаю, здесь нет такой общего настроя для боя. Есть оппозиционно настроенных населений, это выявляется и в социологических исследованиях. Которые некоторые поддерживают участие в этих выборах, некоторые думают, считают, что вот не надо участвовать в этих выборах, это выгодно власти. Ну, я не знаю, но потом они, вот те, которые говорят, что надо бойкотировать выборы, потому что они потеряли здесь всякий смысл, они ничего не могут предложить сами. Хорошо, не участвуем в выборах, не ведем борьбу в контексте этих выборов. Ни у кого нет иллюзий, что эти выборы будут какие-то очень честными, если оппозиция будет бороться в этом отношении. Но что тогда делать? Этого никто не знает. Так что вот сейчас немножко вот я наблюдаю на некую растерянность в обществе, но это не может продлиться долго, потому что реакция все равно будет. И я даже могу как-то немножко предсказать, что реакция будет в любом случае, будет консолидация оппозиционных настроений. Не может быть по-другому, потому что вот темп, который грузинская мечта, вот эта консолидация этого авторитарного режима, ну это, я думаю, что это за пределами здравого смысла, то, что это делается, потому что вот всегда Иванишвили и грузинская мечта, когда вот было недовольство, они всегда пытались как бы поиграть с этим, ну, что-то уступить, потом чего-то не уступить, вот временно отступить, потом вновь перейти в атаку. А сейчас идет так, что вот идет прямая агрессия. Одним за другим принимаются законы, вот такие драконовские, можно сказать, законы. Вот сейчас только недавно практически запретили критику судебной власти. Вот судью просто нельзя даже критиковать. Не то, чтобы что-нибудь плохое сказать про него. И повысили им, удвоили, утроили им зарплату за хорошую службу, наверное, и практически запрещают критику власти имущих депутатов, членов правительства и так далее, и тому подобное, даже в социальных сетях. Вот вообще идет чистая такая консолидация диктатуры очень таком быстром темпе и еще аресты. Арестовывают практически всех лидеров, правых, левых, таких представителей прошлого правительства, которые были тогда в оппозиции, но это не имеет уже никакого значения. И это, конечно, вызовет противовес. Это сейчас, я бы сказал, начато какой-то в обществе процесс накопления недовольства. Вот это недовольство накапливается. Вот об этом я как раз и хотела вас спросить. То есть вы говорили о том, что общество в каком-то состоянии растерянности, но да. Есть ли у вас ощущение взрывоопасности? Сейчас нет. Вот сейчас я не думаю, что одно это всегда происходит неожиданно, потому что вот это накапливается, это недовольство, очень быстро это все накапливается, и когда это взорвется, этого никто не знает. Это всегда неожиданно. Я несколько раз был свидетелем вот грузинской такой политической истории, вот таких взрывов. И я абсолютно уверен, что еще грязь, еще будет. Батну Иракли, Батон Давид говорил об отсутствии логики в действиях мечты. А как вы считаете, может, это и есть ее конек? Это ведь тоже один из способов нагнать в обществе страх. У вас какие ассоциации есть с прошлым? Вот вы работаете в том центре, который, собственно, и должен был бы вызвать такие ассоциации. Да, в принципе, к этому наши мнения расходятся. Конечно, логика есть, если вот мы будем обследовать эти решения и текущие процессы и динамики действий режима, измерения, которые соответствуют. Да, если мы будем говорить, что это еще вот гибридная фаза, гибридная демократия, что вот олигарх Иванишвили это самостоятельная фигура, у него вот такая воля решать все, исходя из личной повестки дня, конечно, в этом измерении все в принципе выглядит катастрофически. Против его, все его шаги и действия, они как-то контрпродуктивнее.
мы не можем говорить, что это ошибка Иванишвили, потому что, по сути, с первого дня, по моей личной мнению, он был вовлечен в этом схеме, что он клиент интереса России, когда он эксклюзивно зависит от поддержки и влияния России, конечно, у него шаг за шаг потом уже не оставалось никакое пространство, чтобы самостоятельно что-то решать, даже для собственной безопасности и интереса. И это еще и продолжается. Все эти перестановки, которые мы видим под властью Иванишвили сейчас, есть внутренняя чистка, кое-кто это как-то воспринимает как клановая борьба, и эта борьба соответствует интересам Иванишвили, чтобы сбалансировать группировки клиентов, но те люди, которые довольно детально знают его окружение, его систему, говорят, что сейчас идет как-то консолидация вот такой эксклюзивной линии правления, который даже подразумевает Иванишвили как часть этого, и у него почти уже пространство манипуляции не остается. Вот. И с этими, конечно, он и сейчас текущее измерение очень похож на ситуации 20-х годов, когда вот есть главный спонсор и главный источник власти, это Кремль, Москва. Они диктуют шаги, и потом уже задача на местном уровне, как быстро и как эффективно все эти шаги будут реализовываться, эти решения. И сейчас мы это наблюдаем вокруг нас, но главный повод надежды и мотивация сопротивления или даже ожидание лучшего, это то, что текущие реалии глобальные и региональные, местные, конечно, отличаются с 20-х или 30-х годов. И вот консолидировать такой монолитный, авторитарный или тоталитарный власть требует гораздо широкие ресурсы и еще ресурс времени, который у них сейчас нет и в кризисе, потому и, конечно, я согласен с господином Давидом, что, возможно, сейчас общая климат будет все в стагнации, общество растеряно и так далее, но ряд вспышки политические и массовые протесты и все эти процессы еще впереди, потому что так легко не получится. В этом глубоко уверен и согласен с господином Давидом. И последний вопрос, Давид. Вы частично хотя ответили на него, но просто хотелось бы как бы подвести черту. Все, что происходит, научит политиков и общество грамотной политической борьбе или до этого еще далеко? Через что еще надо пройти, чтобы научиться? Я не думаю, что это послужит каким-то большим уроком, но определенным уроком это все-таки послужит. Потому что, во-первых, я думаю, что мы должны хорошенько понять, что вот когда миллиардеры политики, вообще-то это всегда очень рискованно, мягко говоря, потому что они немножко по-другому мыслят, они не мыслят политически. И в первую очередь заботятся о том, чтобы не потерять свои миллиарды и как бы это умножить и использовать в этом отношении государство и государственные ресурсы. И в конце концов получается, что такое можно сделать только при авторитарной или тоталитарной власти, потому что в демократическом обществе государство не может быть прислужником одного богатого человека. Это элементарно. Так что одно из таких выводов, что вот таких людей, у которых очень много денег и в принципе этим занимаются, как бы эти свои богатства умножать, они, может быть, и неплохо, что были бы в бизнесе, но в политике они всегда опасны. Я так думаю. И в примере власти Иванишвили вот это доказывает, потому что я не думаю, что он с самого начала хотел здесь диктатуру авторитарного или тоталитарного режима. Он думал, что вот его абсолютная власть как бы будет совместима и с западной ориентацией, какими-то демократическими настроями, но так не получилось. И он, когда перед ним стал выбор, он выбрал абсолютную власть, вытекающими отсюда последствия.